Все, ребят, собирались. Изба, спасибо. Газетки оставили, чаек, туалетную бумагу, макарон. Нормально вроде, все порядок. Все красиво. Спальное место убрали. Пускай все отдыхает, сушится. Приютило хорошо. Блин, отдохнули здесь, конечно, здорово мы. Поспали, отоспались, сил набрались. Ну что, вроде все чистенько. Порядок. Спасибо, ребята, за избу, за ночлег. Все, мы погнали. Что там, мельходки, все, мусора нету больше? Нету, все, да. Вот. Да, сними, Люк, сделай лучше, пока есть время. Славян, что, мусор есть у тебя? А? Мусор есть? Ну давай положу пока сюда. Все равно по-любому что-то найдешь. Побольше сразу сюда. О, зачем так много? Вы что, зачем? В смысле? А потом промою, да. Конечно. Пускай лучше так будет, чем... Да, все. Отлично. Все, закрывай ее. Вот так. Пакет снаружи не мать. Здоровая слишком. Весна? Ну, натяжение большое, блин. Что-нибудь другое поставим. Первый раз слышно было, короче. Бам. Опа, говорю. Ну, сразу видно поклевочка. Что-то какой-то. Да. Прозрачный. Прозрачный. Тихо, брат, я знаю, что губы слабенькие у вас. Как потом питаться-то будешь? Видишь, как рот открывает. Угу. 3 крючка сразу, блин. Ну, губа, он слабая в окне. Как вывезя, блин. Давай, бродяга. Тык. Что-то я не понял. Тык. Тык. Мяско, кабачок. Да? То есть там и сделаем. Так, ну. Что-то тут. Зелень. Да. И мангал. Мангальчик здесь. Мангальчик здесь у нас. Мангальчик здесь. Что, ребят? 3-й день сплава у нас получается. Ну, по рыбалке никак, вообще никак. Что-то пару выходов было. У Славика, правда, говорит, хорошая щука поднималась прям возле лодки. Улыбнулась, убежала. Но это он так сказал, не знаю. Что-то у меня окунь, исход щуки, наверное, был. Тоже не крупной щуки. Ходили, и тренинговали, и до Славика поднимались, и опять сейчас спустились, может, с 1,5 километра, наверное, от него. Пока приготовим обед. Славик где-то сплавляется, еще рыбачит. Ну, вот как-то так. У нас есть мангальчик с собой, есть шашлык. Сейчас сделаем шашлыка, ребят, покушаем. Ну, кайфуем. Погода позволяет, да, базара ноль, как бы все классно. Единственное, то, что вот с рыбалкой никак. 2 дня вообще мы кайфажорили. Вот сегодня пробуем, что-то пробуем. Ну, те места уже не зови здесь. Даже по своим сплавам, когда я хожу, тут один сплавляюсь. Здесь всегда было слабенько. Вот те места прокайфажорили, так скажем. Потому что балдели нормально мы. Ну вот. Ну так, сегодня выспались, классно, все. Сейчас за Славяном не пойду на моторе, а быстро приготовим обед пока. Мангал, да что.
И как раз Славик подойдет. Так, что возьмем этот рюкзак? Холодильник. Нифига себе, таскали, аж разогнулось все, блин. У нас. Так. И мангальчик. Опа. Пойдем. Помните, здесь, ребят, показывал стол. Тут красивое место такое. Вот как раз здесь и отобедаем. Собрали, ребят, одноразовый мангал, блин. Но это мучение на самом деле. Одну собираешь часть, вторая упадает. Сейчас быстро зажгем с Илюхой. Решеточка. О, Илюх, смотри. Как раз, Илюха, под решетку будет. Тут дрова привез, да? Хватит или что? Да, хватит, наверное, что. Ну, как раз, ребят, мусор сожгем здесь. Угли есть с костра. Сейчас нормально будет. Нормально шашлыкайн будет. Это куриный, да, шашлык? Так я тебе говорю, ну. Я думаю, свинина. Че, пойдет нормально тоже. Курочка сегодня будет, значит, на обед у нас. Так, ну что у нас? Мангальчик подоспел. Сейчас забубеним курочку. Как раз там и был. Там и было. Вот и Славчик подъехал. Мусор не поднял. Как раз, ребята, на шашлык у нас все готово. Кабачок, мяско. Или то сожги? Все, отлично. Как раз на обед, ребята. Отобедаем. Че, нормально пойдет полянка? Конечно. Стаканчик у нас один, да, с собой? Да, нет. Вон. А, Точно. Я что-то и забыл про него. ага. Кабачочки. Илюха добил кабачка половину. Блин, ну кабачок, конечно, огонь. Бомба. Что, мы отобедали? Ну как уже, 4-й час времени, ребят. Покушали, все. Отлично. Ну, все, оставляем, ребят, мангал этому месту. Так что, ребята, пользуйтесь, ну не ломайте, конечно. Даже досечку разделочную оставили. Место хорошее. Немножко поломано, но можно резать овощи. Ну что угодно. Так нормально. Мусорок пожгли, то что тут было в коробке. Все вроде хорошо. И мангальчик оставили. Накрыть нечем. Под стол тоже не поставить, еще горячий. Времени нету, спешим. Ладно, что, в бой. В бой идем дальше. Проходим троллингом, течения нету вообще никакого.
На троллинг тоже тишина. Уже километра 3 на троллингом идем. Вообще не поклевки. Славяна на баркас зацепили, чтобы не отставал. Что время уже вечер у нас, а мы еще не успели даже к деревне подплыть. Будем думать дальше, что как будет, какие планы у нас. Короче, как-то так. Андрюх, как мотор говорит, что придет? Хайди. Да, вот 9,9. Раздушенных 15. Да, здоровый. Да, ты, Славян, там подруливай. Подруливай сейчас. Подруливай. Пока. Черный хайди. Черный хайди, он тут RDX, четверка. И лодка RDX, и мотор RDX. Угу. Это уклёвка, это важно. Никуда не пойдете, кастуй, Андрей, выводи его наоборот. Что здесь, где лучше? Тут пойти, да? Смотри, русло в те года там било. Сейчас в этом году здесь бьет. Охренеть, блин. Да, все изменилось, блин. Что, нормально с вами? Выкручиваешься? Да, смотри, все заросло. Охренеть, блин. Мелко, да? Бьет тоже. Так, загрузились, короче, полная машина. Не знаю, как доедем, не доедем сейчас до точки. Полная, ребят, просто Славян там сидит весь в вещах. Жесть. Я даже спиннинг свой не положил. Жалко сломать. Фух. Вот это дали мы дали. Деревня у Ильи, у родителей. Маленькая деревня тут такая. Что, Славик, скажешь? Что скажу? Вообще Рыбалка все равно состоялась. Какая она есть, она все равно рыбалка. Ну, она была, да. Конечно. Сплав, это вообще красота. Я это мечтал. Целый год, да, мы с тобой мечтали, помнишь? Ну, тяжело, ребят, там было почему-то. Не знаю. Кайфажорим тоже много, наверное. Да ладно, нормально все. Че. Потом ведь ко мне поедем. 10 часов, ребят, вечера. Сейчас вроде как в баню сходим к Илье. Попаримся еще. Нормально. Ну, вот. Дали. Около 80 километров. Это точно, ребята, прошли мы, наверное, с плавом. Вообще нормально. Так что все четко. Сейчас в баньку. Вот так вот. Не вот так вот. Ребят, не так делайте. Не так делайте, а вот так вот делайте. Всё Потому верно. что это По-любому. вообще красота. Только вверх. Посмотрите, палец. Только офигейте вверх. сами. Красота, пацаны. О, Звонит. кто-то звонит. Пускай звонит. Как чувствуешь? Родные, я уже дома. Все. Славян уехал в город. Ночью на такси его отправили, короче, домой. Пока весь шмурдяк раскидали, попарились, помылись в бане. Сплав закончился, ребят. Тяжелый сплав получился. И по рыбе, и по физически тяжело почему-то. Жарко. Течения нету, ребят. Вот маленький моторчик немного спас. Не спорю, много денег потрачено на этот сплав в плане поездок, потому что машины чужие, надо всем людям заплатить.
туда-сюда, снасти, не снасти. Ну, ребята, деньги это не важно. Деньги не стоят этих свечей, ребят, потому что самое классное и офигенное это вот, когда ты сидишь с близким человеком, где-то в лесу, в тайге, неважно, и нет связи, и ты знаешь, что ты сегодня зависишь от него, и 3 дня ты просто как единое целое. За это, ребята, и за это я и уважаю все это дело, потому что вот на самом деле это не передать словами. Это надо ощутить на своей шкуре, помокнуть под дождем, искусаться этими комарами и так далее, ребят. И тогда ты понимаешь всю вот эту мощь тайги и всего вот этого. Всем желаю, ребят, отдыхать правильно, качественно и с хорошими людьми, самое главное. Всех, ребят, обнял. Андрей на связи. Пока. Ребят, всем привет. Идем на работу. Лариса Юрьевна. Сегодня, ребят, у нас такой момент. Это очень важно, я думаю, в жизни магазина, так как магазин новый, только открывается, точнее рекламы еще никакой особо. Сегодня к нам приезжает местная газета, ну хотят там интервью, пообщаться. Ну, в общем, то, что в селе открылся новый магазин рыболовный. Короче, газета такая, сельская, но я думаю, для магазина важно, потому что вот именно вот эту газету читает дядя Петя, который живет в каком-то селе. Они смотрят там ВК и Инстаграм, правильно? Так что я думаю, это будет очень важно. И вот сейчас должны подъехать. Не знаю, попробуем поснимать. Если не будут не против, конечно, они. Короче, топаем, ребят, в магазин на работу. Ладно. Подходим к зданию. Вот повесили уже баннер, заказали и вывеску. Режим работы. Вот я вам показывал стену. Повесили повыше, чтобы было издалека видать. И вот режим работы, ребят. Пока вот такой режим. С 9 до 6 и работает в сцене с 10 до 2. Без обеда и без выходных. Так что нового по магазину, ну, в принципе, за это время я ничего не произошло нового. Чисто мы заказали ремонта еще немного. Ну, какие деньги есть, заказываем. Новый ряд спиннингов пришел, удочек, катушек, шнуров немного, блесен, ну там прикормки немного. Ну, вот на первое время, что есть. Мы заказали вот мотыльницы, точнее мотыльницы, мормышницы вот такие. Из фанеры собираем. Ну это уже ближе к зиме будем выставляться. Так, в принципе, все. Все, ребят, ничего такого нового, интересного. Но вот завели аквариум. Я, ребят, помните, показывал. Вот. Но пока вода отстаивается, вот скоро там будут жить сомики. Вот такой декор Лариса Юрьевна сделала. Вода отстоялась вроде уже. Ну и все. В принципе, все. Баннер повесили. Здравствуйте. Здравствуйте. Что посоветуешь? Здорово. С вами рождение было. Очень хорошая, слышишь? Хорошая, очень нормальная. 15 лет Все, ребят. Ну, в целом там ничего интересного, как бы. Никакие там не репортеры, там ни какие-то камеры, ничего такого. Просто пришла девушка молодая с этой газеты, просто поинтересовалась, ну, для общего там, где родились, там, где учились и так далее. Что сподвигло на открытие магазина, пару фотографий. Но я потом вам покажу, ребят, этот выпуск. Так что как-то так. Иду, занимаюсь документами. Тепло, жара стоит на улице. Кстати, пришли рыбки в наш аквариум. Сейчас пойду заберу их. Посмотрим там, что за рыбки. Взяли таких сомиков. Они и аквариум чистят, и живут долго. Не знаю, как бы рыбок никогда не держал, не могу сказать. Ладно, пойду. Шел на рынок, встретился тут с подписчиком. Откуда? С Юрии. И закупился тут немного. Спасибо, братское огромное. У него сегодня день рождения. Так что
Спасибо большое. Спасибо, что зашел. Хотел повидаться. Волнение зашкаливает. Нормально, нормально, ребят. Так что вот, земля круглая, свиделись. Вообще здорово, здорово. С днем рождения. Ходили, нарыбачили на 1500. 3 сомика и вот 2 такие. Запускай. Оп, оп, оп. Смотри, ай. Ну ничего, ну что ты. Все, ребята. А, новые обитатели. Ага. Там еще улитка. Сушалась она. Оп. Все. Все, самы сейчас сразу хату себе найдут. Ну они сейчас только в шоке. Да, они сейчас стресс испытывают. Угу. Ну ничего, нормально. Потом постепенно будем покупать красивых каких-нибудь.